Ты устала. Не спишь нормально уже несколько ночей, прокручиваешь в голове одни и те же разговоры, ищешь, где все пошло не так, и ловишь себя на том, что снова проверяешь, был ли он онлайн. Ты злишься на него, на себя, на то, что все это вообще случилось. Ты чувствуешь себя потерянной, как будто тебя выдернули из собственной жизни и оставили в пустоте, где все знакомое вдруг стало чужим. Ты не хочешь мотивационных цитат и чужих советов. Ты хочешь, чтобы кто-то просто сказал: «Да, тебе больно, я понимаю». Это не слабость, не ошибка, не провал, это часть пути. Это не конец. Эти размышления не о том, как забыть его, а о том, как вспомнить о себе. Не о той, которая старалась быть удобной, нужной, понятной, а о той, которая была живой, чувствующей, сильной, даже если давно об этом забыла. Ты не сломана. Ты не потеряна. Ты возвращаешься. Ты не обязана быть сильной прямо сейчас. Не обязана улыбаться, делать вид, что все в порядке, или объяснять кому-то, почему тебе тяжело. Боль – это не слабость, это не провал. Это сигнал, что что-то было по-настоящему важно. И теперь этого нет. Ты можешь плакать, можешь злиться, можешь чувствовать пустоту, апатию, растерянность. Все это допустимо. Не нужно исправлять себя. Не нужно собраться. Сейчас твоя задача не убежать от боли, а позволить ей быть. Не раствориться в ней, но и не прятать ее под маской «я справляюсь». Признание боли – это не сдача, не капитуляция. Это акт уважения к себе. Это способ сказать «я чувствую», «я живая», и «я заслуживаю быть услышанной», хотя бы самой собой. Ты не обязана объяснять, почему тебе больно. Не обязана сравнивать свою боль с чужой. Она твоя, и она имеет право быть. Позволь себе прожить ее. Не навсегда, но столько, сколько нужно. Потому что только пройдя через нее, ты сможешь выйти к себе не прежней, но настоящей. Это, пожалуй, самый трудный шаг. Не потому, что ты не понимаешь, что так будет лучше, а потому, что часть тебя все еще надеется. Что он напишет, что передумает, что поймет. И каждый раз, когда ты проверяешь телефон, ты как будто снова открываешь дверь, в которую уже никто не входит. Разрыв контакта — это не жестокость. Это не месть. Это не игра в молчание. Это способ перестать ранить себя снова и снова. Потому что каждое сообщение, каждый просмотр сторис, каждый случайный лайк — это не связь, это заноза. И пока она внутри, ты не заживешь. Удалить номер. Отписаться. Заблокировать, если нужно. Не потому, что ты злишься, а потому, что ты выбираешь себя. Это не про него. Это про тебя. Про твое пространство, в котором ты можешь дышать, не ждать, не анализировать, не надеяться. Ты не обязана быть взрослой и сохранять дружбу. Ты не обязана быть великодушной и оставлять дверь приоткрытой. Ты имеешь право закрыть ее. Не навсегда, но до тех пор, пока тебе не станет все равно, открыта она или нет. Это не слабость. Это граница. Это акт любви к себе. Ты снова и снова прокручиваешь в голове. Может, ты была слишком чувствительной, слишком требовательной, слишком ранимой, слишком громкой, слишком тихой, слишком живой. Но правда в том, что ты не была слишком. Ты была собой. И этого оказалось много, не для мира, а для него. Ты не просила невозможного. Ты просила внимания, честности, тепла. Ты хотела быть услышанной, увиденной, принятой. Это не каприз. Это основа близости. Но когда тебя не слышат, начинают говорить, что ты кричишь. Когда тебя не видят, обвиняют в том, что ты навязываешься. Когда ты хочешь быть рядом, тебе говорят, что ты душишь. Ты не была слишком. Ты просто была не с тем, кто мог это выдержать.
Не с тем, кто мог это ценить. И это не делает тебя неправильной. Это делает тебя настоящей. Ты имеешь право чувствовать глубоко. Иметь желание. Говорить о своих границах. Ты имеешь право быть сложной, переменчивой, живой. Ты не обязана уменьшать себя, чтобы тебя любили. Любовь, которая требует, чтобы ты стала тенью, не любовь, а страх. Ты не была слишком. Ты была собой. И этого достаточно. Ты старалась. Терпела, объясняла, сглаживала углы, искала правильные слова, чтобы не задеть, не спугнуть, не разрушить. Ты верила, что если быть чуть мягче, чуть мудрее, чуть терпеливее, все наладится. Что он поймет. Что изменится. Что вырастет рядом с тобой. Но ты не учитель. Не спасатель. Не терапевт. Ты не обязана лечить чужие раны ценой собственных. Не обязана объяснять элементарное взрослому человеку. Не обязана быть той, кто вдохновит его стать лучше. Это не любовь. Это работа. И ты не нанималась. Ты не должна превращать отношения в бесконечную попытку доказать, что ты достойна любви. Ты достойна очень многого. Просто потому, что ты есть. И если кто-то не умеет любить, это не твоя задача учить его. Это его путь. Его ответственность. Его выбор. Ты имеешь право быть с тем, кто уже готов. Кто не требует, чтобы ты была сильной за двоих. Кто не путает твою доброту с обязанностью. Кто не ждет, что ты будешь его зеркалом, его опорой, его смыслом, потому что у него есть свой. Ты не должна никого исправлять. Ты имеешь право быть рядом с тем, кто не нуждается в переделке, а просто хочет быть с тобой, такой, какая ты есть. Ты уже сделала первые шаги. Признала боль, закрыла дверь, которую слишком долго держала приоткрытой, перестала винить себя за то, что чувствовала слишком много, и отпустила роль спасательницы. Это не просто этапы, это акты возвращения к себе. Не быстрые, не линейные, не всегда легкие, но настоящие. Ты не обязана быть готовой ко всему сразу. Не обязана чувствовать облегчение уже сегодня. Но ты уже в пути. И каждый шаг — это не отказ от любви, а движение к любви, которое начинается с тебя. Дальше будет больше. Больше ясности. Больше покоя. Больше тебя.